Здравствуйте. В эфире новости, в студии Василий Раченко и коротко о главном к этому часу. Россия в конце января возобновит авиасообщение с 4 странами. В финале национальной премии «Цифровые вершины» Якутия стала обладателем специальной номинации «Цифровой регион». Во многих субъектах страны грядущий праздник Крещения пройдет без купелей. В республике купаний также не будет, но организуют молебен по освящению воды. Россия возобновляет авиасообщение с 4 странами. С 27 января рейсы начнутся с Вьетнамом, Индией, Катаром и Финляндией. Решение принято на заседании оперативного штаба страны. 2 раза в неделю из Москвы станут летать рейсы в Ханой и Дели. 3 раза в неделю до Дохи. Добраться в Хельсинки можно будет как из столицы, так и из Санкт-Петербурга. Из обоих городов планируется совершать по 2 рейса в неделю. Кроме того, оперативный штаб решил увеличить количество регулярных рейсов в Египет по маршруту Москва-Каир до 5 раз в неделю. Массовая вакцинация россиян от коронавируса стартует 18 января. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, вакцинировать жителей страны от COVID-19 начнут в соответствии с поручением президента. В России зарегистрировано официально 2 вакцины. Это препарат Института Гамалеи и Института Вектор. На подходе еще вакцина, разработанная Центром Чумакова, сообщила Голикова. Ожидается, что после прививочной кампании вспышки коронавируса будут иметь сезонный характер. Напомним, вакцинация от инфекции в России началась 5 декабря. Пока прививку получают граждане из групп риска. Это учителя, врачи, пожилые люди старше 65 лет и другие. В дальнейшем COVID-19, скорее всего, это наше предположение, но скорее всего, исходя из того, что мы наблюдаем, это приобретение сезонного характера эпидемических проявлений. Скорее всего. Поэтому важнейшим моментом является тот факт, что создание иммунной прослойки является ведущим фактором в регулировании этого процесса. То есть массовая вакцинация приведет к тому, что эта инфекция станет управляемой. Теперь об эпидобстановке в Якутии. За минувшие сутки выявлено 166 новых случаев коронавирусной инфекции. В Якутске 73 заболевших, Мирнинский район 21 случай, Нерюнгринский 18, Алданский 17, Мегино-Кангаласский 11, Вилюйский 8 пациентов. Еще в 8 районах от 1 до 5 заболевших. За сутки лабораториями региона проведено почти 2300 исследований на коронавирус. Более 5000 доз вакцины на сегодня поступило в Якутию. Вакцинировано порядка 2200 людей, ревакцинированы почти 600. В настоящий момент вакцинация проводится в 13 районах. Это Амгинский, Верхневилюйский, Вилюйский, Горный, Мегино-Кангаласский, Мирнинский, Намский, Нюрбинский, Сунтарский, Татинский, Усть-Алданский, Хангаласский и Чурапчинский районы. К другим новостям. В финале национальной IT-премии «Цифровые вершины» Якутия стала обладателем специальной номинации «Цифровой регион». Награда вручена главе республики Айсену Николаеву на площадке Гайдаровского форума в Москве. В Якутии ежегодно вводится до 2000 километров волн. В прошлом году достигнут охват интернетом 80% жителей республики. Впервые в России открыты 10 IT-центров в районах и создаются новые рабочие места. В период пандемии запущено приложение «Облачная поликлиника», через которую проведено более 15 тысяч телемедицинских консультаций. Резиденты первого на Дальнем Востоке IT-парка вовлечены в цифровизацию всех отраслей экономики, в том числе и госуправления. Кроме того, Якутия занимает 1-е место по экспорту IT-услуг в Дальневосточном федеральном округе. Это оценка нашей работы, нашей всей команды под руководством Арсения Сергеевича Николаева. То есть мы должны сейчас оцифровывать Арктику. Принято решение на уровне правительства свою телеком-компанию Арктик Телеком. Мы уже пришли в Оленек, мы идем со Скалах, мы будем подключать Колымскую группу вузов. Да? То есть есть идея идти на Патагай. Мы будем подключать Тикси к Севморпути. И сейчас строим последние мили. Якутский автодорожный техникум прошел партнерскую проверку от госкорпорации «Росатом». На протяжении по полугода в учебном заведении реализуются проекты по повышению эффективности работы, которые направлены на организацию бережливого производства. Подробности в материале Юрия Осипова. Еще в конце 2019 года правительство Якутии подписало соглашение с госкорпорацией «Росатом» о реализации проекта «Эффективный регион».
За это время в 16 организациях республики реализован 41 проект. И сейчас мы находимся на стадии формирования плана на 2021 год и на 2022 годы о совместной работе по развитию образцов. Образец – это некий эталон, да, прежде всего, если мы берем, к примеру, техникумы, да, то есть это образцовый такой эталонный техникум, который может свои наработки в сфере бережливого производства передавать, если мы говорим про местный уровень, соответственно, на уровне Республики Саха-Якутия. Если мы говорим про образец уже регионального уровня, то отдельные регионы. На протяжении полугода проекты по повышению эффективности работы реализуются в Якутском автодорожном техникуме. За это время в учебном заведении уже реализованы 2 проекта и еще 2 находятся на стадии реализации. Внедрение методики инструментов бережливого производства, они помогли нам повысить эффективность и производительность труда, да? Вообще методика бережливого производства, она способствует осознанной культуре бережливости в нашем техникуме, да? И помогло организовать рабочие места, повысило эффективность и производительность, уменьшила потери в временной форме и материальной форме. Якутский автодорожный техникум прошел партнерскую проверку образца местного уровня. По итогам проверки техникум получил максимальные оценки по всем пунктам. Создание образца в Якутском автодорожном техникуме несет огромное значение для развития бережливых технологий в Республике Саха-Якутия. Это позволит тиражировать их опыт на другие образовательные учреждения, а также процессы, которые уже были рассмотрены в их проектах. Проект «Эффективный регион» призван для оптимизации и улучшения процесса в любых сферах жизнедеятельности региона. За время реализации в республике он показал свою состоятельность. По сообщению организаторов, за прошлый год средняя эффективность по проектам составила около 120%. Юрий Осипов, Георгий Григорьев, Якутск. Усталость, сонливость и нежелание что-либо делать. Именно такую эту рабочую неделю запомнят многие россияне. Длинные новогодние выходные действительно выбили многих из колеи. Психологи даже говорят об эмоциональном выгорании. О том, как вернуться к прежнему режиму и вновь полюбить свою работу, знает наш СОБКОР в Москве Айсена Бурнашова. За время новогодних выходных у меня практически полностью сбился режим. Я стала поздно ложиться, поздно вставать. Я ложилась в 3 часа ночи, просыпалась где-то в 12 дня. Переход от режима отдых к режиму работы Татьяне дается сложно. Эту неделю девушка провела буквально, превозмогая дремоту. Виной всему коварные январские праздники. Казалось, мы только привыкли к долгому сну и просмотру фильмов, как снова они, трудовые будни. Я жаворонок, я могу работать с утра более продуктивнее. И мне было тяжело в первые дни. Ну и сейчас тоже тяжело. Соблюдать режим дня, добавить кардиоупражнения и перейти на сторону правильного питания. Именно эти 3 действия, по мнению инструкторов ЛФК, лежат в основе восстановления. Также особое внимание специалисты просят уделить нормализации сна. Мы должны понимать, что если мы вчера, условно говоря, легли в 4, то сегодня мы должны хотя бы лечь в 3. И вот так вот отстекать постепенно, час за часом, и мы постепенно сможем так восстановиться. Во всяком случае, профессиональные спортсмены, когда меняют часовые пояса, они делают постепенно это дается проще. В здоровом теле здоровый дух. Пейте больше воды, занимайтесь спортом. Психологи также отмечают, пешие прогулки, как и активный отдых, помогут восстановить естественный ритм жизни. Ведь вместе с действием физическим заработает и ментальное. Вновь появится бодрость, мотивация и желание работать. Люди устают именно после новогодних праздников. И я склонна думать, что это стереотип. И это может быть отголоски того, как человек отпраздновал. Мы все-таки живем в своем теле. Соответственно, если даем возможность телу двигаться, в чем оно, собственно, нуждается. Здесь, естественно, биологический ритм. И когда он работает в соответствии с тем, как заложено природой, ты оздоравливаешься. Это логично. Главное, чтобы переход от праздников к работе был плавный и проходил без стрессов. Эти простые рекомендации точно не дадут рабочей рутине стать кошмаром, а дню пойти на смарку. Помогут восстановить доновогодний ритм жизни, а возможно даже и улучшить. Айсена Бурнашова, Джур Березкин, Москва, Якутск.
В этом году праздник Крещения в Якутии пройдет без купелей. Раньше тысячи горожан в ночь с 18 на 19 января занимали очереди возле специально обустроенных иорданий. В этом году из-за пандемии от купели решили отказаться, но обязательный обряд освящения воды состоится. Марина Крутихина продолжит. Январские купания в Ледяной реке – многолетняя традиция многих россиян. В крещение к обустроенной купели в Ленске приходили тысячи горожан в любую погоду. В этом году традицию придется нарушить. Из-за пандемии массовые купания запрещены. Прихожанин храма Юрий Сарычев окунается в прорубь несколько лет подряд. К решению властей отнесся с пониманием и уже знает, чем заменит старый обряд. Да хотя бы можно просто снегом натереться, это ведь то же самое. Вы будете натираться снегом? Попробую, кстати, для сравнения. Отмена крещенских купаний не повод для отмены праздника. В храмах Ленска и Мирного воду осветят так же, как и прошлые годы. В праздник Крещения Господня они будут открыты, а санитарно-эпидемиологических требованиях не забудут. Ну, если воды будут забирать люди много с храма, и она будет кончаться, мы в течение 19 числа еще раз отслужим чин Великой Агиасмы, то есть в Великой Водосвете. Еще раз осветим воду. В Ленском храме воду осветят 18 и 19 января. Ее заготавливают заранее, в дело идут все емкости. Ведь год от года желающих запастись крещенской святыней становится больше. Взять крещенскую воду можно не только в день крещения, но и до конца недели. И не обязательно, чтобы ее было много. Количество не главное. Главное – расходовать святыню с умом. Марина Крутихина, Алекс Соснин, телеканал «Алмазный край». А теперь о погоде. Гидрометцентр страны предупредил об аномальном холоде на большей части России. В Якутии значения составят до минус 56 градусов. В Хабаровском крае минимальные температуры минус 45, минус 50 градусов мороза, что на 7-10 градусов ниже нормы. На Чукотке до минус 51 градуса. Отклонение от нормы до 15 градусов будет и на европейской территории страны, а на азиатской до 18 градусов. Гидрометцентр даже выпустил предупреждение об опасном явлении аномально холодной погоды. На этом пока все. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. До встречи в эфире.